Соцфонд Кыргызстана с 2015 года начал прорабатывать договор соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. По словам заместителя председателя соцфонда Улана Асанова, в прошлом году 20 декабря в Санкт-Петербурге был подписан договор о пенсионном соглашении трудящихся. 1 января этого года соглашение уже вступило в силу. Основной целью этого соглашения это является формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства. Также определили нормы в этом соглашении. Первое – это равные права трудящихся, территориальное равенство, экспорт пенсий и определение права на пенсию. Как вы видите, все те глобальные вопросы, которые на сегодняшний день не решались, в этом соглашении прописаны. И я так думаю, что очень большое облегчение будет для наших трудящихся, не только для трудящихся Кыргызской республики, но и... Одной из таких гражданок оказалась и Гульмира Джергалбаева. Она живет и работает в Москве. Гульмира обращается к правительству Кыргызстана. Не знают, получат пенсию в будущем или нет. Впрочем, до подписания соглашения граждане Кыргызстана сдавали такие же документы, как и граждане России. Они шли в пенсионный фонд и получали документы, с которым они устраиваются на работу. При получении зарплаты там удерживалась сумма в размере 13%. Были эти начисления в Пенсионный фонд России или нет, непонятно. Но отныне эти начисления будут поступать в Пенсионный фонд Кыргызстана. Попросить наше правительство о введении пенсии для нас, потому что мы, живя и работая здесь, не имеем никакой гарантии того, что эти наши трудовые годы пройдут для нас бесследно. Мы не получим ни копейки из той суммы, которая перечисляется в налоги. И мы хотели бы попросить, чтобы у нас была какая-то гарантия продолжения того деятельности, которую мы проводим в дальнейшем, чтобы мы могли рассчитывать на что-то на старости, ведь не зная о своем будущем, это очень тяжело, потому что и сейчас нам очень довольно-таки тяжело, но при всем при этом мы, несмотря ни на что, поддерживаем свои семьи, поддерживаем своих детей, стараемся здесь работать и трудимся на довольно-таки больших и тяжелых работах, при которых мы теряем свое драгоценное здоровье. Когда устраиваются на работу, такие же документы сдают, как и мы, граждане России. Они пенсионный фонд барып получают СНИЛС. Этот СНИЛС устраивается на работу. И получается вот 13% налога зарплату удерживают. Тут нагрузка на работодателя не идет. Тут отчисление получается в пенсионный фонд. Там вот посмотри, общая сумма зарплаты 60 бирдемедов тратко и удержание 8 тысяч. Это вот 8 тысяч, это 13% налога, подоходный налог. Был Кыргызстанда да бардым подоходный налог. Они сразу зарплатадан вычитывают и отправляют в пенсионный фонд, получается. Тут в принципе, всем мигрантам это на пользу. Раньше для того, чтобы получать пенсию в России, надо было гражданам Кыргызстана вначале получить гражданство России. После данного соглашения мигранты из Кыргызстана уже могут не подавать на получение гражданства и без проблем и никаких затруднений получать пенсию как в России, так и у себя на родине. Вот после этого соглашения трудовые мигранты уже могут, не приобретая гражданство, получать пенсию, получать пенсию либо в России, либо в Кыргызстане, или перевести свою пенсию. И, соответственно, это создает хорошие предпосылки для наших мигрантов. Гражданину будут выплачивать часть пенсии, но для этого необходимо официально оформлять трудовые отношения с работодателями, заключать трудовые и гражданско-правовые договора и формировать свои пенсионные права. Айджан Аманова, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.